В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В эти дни в Якутске проходит летний чемпионат России по стрельбе из лука. Масштабное событие вернулось в республику спустя 12 лет. В предыдущий раз город принимал главный турнир страны в 2014 году. Торжественное открытие чемпионата состоялось 29 июня. Какое значение имеет проведение чемпионата России по стрельбе из лука в Якутии для развития данного вида спорта в республике и в стране, мы сегодня поговорим. Наш гость студии Борис Олесов, главный судья летнего чемпионата России по стрельбе из лука, судья всероссийской категории. Борис Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Расскажите для начала об участниках чемпионата России, вот по стрельбе из лука. Какие, может быть, известные спортсмены к нам приехали в республику и выйдут ли на стрелковую линию? Да, всего приехало 192 участника на этот чемпионат из 25 регионов. Кроме личных первенств, будет еще смешанная команда. То есть мы на этом чемпионате будем разыгрывать 6 комплектов медалей. А прилетели ли к нам какие-нибудь знаменитые, именитые спортсмены? Кто это? Откуда? Прилетели все сильнейшие спортсмены, в том числе наши олимпийцы, женщины. Это Светлана Гамбоева из Улан-Удэ, приехала Лена Осипова из Псковской области, и из Екатеринбурга приехала Ксения Перова. Это олимпийские призеры, получается. И среди мужчин с Москвы приехал Артем Махненко, шестикратный чемпион России. В общем, мы ожидаем очень сильнейшую конкуренцию на этом чемпионате. И будет сильная борьба. Вчера и сегодня проходит квалификация. Завтра уже начинаем мы спарринговые встречи. Явно стоит посмотреть, да? Да, спарринговые встречи начнутся завтра с 1/24 части финала. И 3 числа июля там состоятся финалы за бронзовую медаль и за золотую медаль. 3 июля с 2 часов дня. Всего 3 дня будет соревнование длиться, да? 4 дня длятся соревнования. Борис Борисович, а какое значение имеет проведение такого чемпионата России, именно у нас в Якутии, для развития вообще спорта в республике? И в стране в целом. Конечно же, принимать такой главный старт в нашей республике, это мощный толчок для развития данного вида спорта. Раз мы тут проводим чемпионат, значит, мы готовы что-то представить. Значит, у нас есть свои спортсмены, которые могут тоже претендовать на медаль, чемпионата России. У нас есть члены сборной России, поэтому когда там в Российской Федерации стрельбы из лука выбирают регион, там же несколько заявок бывает, и на конкурсной основе мы выигрываем. Выиграли этот чемпионат, получается, место проведения. И, конечно же, это руководство наше, Министерство спорта во главе Леонида Николаевича Спиридонова, Айсен Сергеевич сам указом своим, чтобы мы провели этот чемпионат. В общем, все правительство было задействовано, чтобы взять этот чемпионат для нашей республики. Борис Борисович, а каков сейчас уровень чемпионата в Якутске, какие возможности откроются перед победителями, например, соревнований? Как говорится, мы все равно с молодого поколения ждем новых имен. Состав-то есть, основной состав весь приехал, сборная России, все сильнейшие здесь. Но каждый чемпионат, он должен обновлять, новые имена должны появляться, молодежь должна себя проявить. И какие-то рекорды поставить, могут выиграть даже, И мы, конечно, это тоже ожидаем. И
это понимают эти сильнейшие лидеры нашей страны, да, и они к этому тоже готовы, потому что для них это очень волнительно, а для молодых это как бы они дерзкие, молодые, могут взять и выиграть у них. Казалось бы, да? Да. Наоборот. Сколько судей задействовано в проведении чемпионата и насколько вот сложно обеспечить объективное такое судейство, да, на соревнованиях именно такого уровня? Ну, судей 33 всего задействовано, и из них 16, скажем, приезжих, да, из других регионов, получается, да. Ну, в качестве главного судьи вот на таких крупных соревнованиях я впервые работаю, да. До этого я всегда был на чемпионатах России заместителем, да. В Алуште, чемпионате России, я работал заместителем главного судьи. Муроме, Самаре, ну и на международных соревнованиях в городе Чите, на призы Ишиева, на международных играх «Дети Азии», да, тоже был заместителем главного судьи. Но в качестве главного судьи это совсем, ну, как бы сказать, большая ответственность, и там работа совсем другая. Там побольше, получается, работать, все надо контролировать, каждый этот момент не надо упускать, там, ну, много чего. Просто разница очень большая. А какая вот самая главная разница? Ну, например, вот поле, да, вот у нас стадион Туймада, да, он у нас в центре города находится, и, казалось бы, он такой стандартный у нас, да, но там был очень такой момент, вот мы же стреляем на 90 метров, вот мужчины на дальней дистанции, и как бы изначально мы его планировали стрелять, ну, вдоль поля. Да, вдоль поля, ну, всегда, как мы стреляли на своих соревнованиях. А потом-то оказывается, мы не помещаемся, вот, если стрелять вдоль. Потом стали думать, а если поперек поставить, да, ну, а поперек, ну, там измеряли, там туда, и, ну, в общем, оказывается, получается поперек ставить, и таким образом еще больше щитов мы добавили, да. И сейчас, получается, мы никого не ждем, все идут параллельно. То есть мужчины стреляют и женщины стреляют уже вот на разных дистанциях, но у нас даже между ними коридор получился. В общем, все по правилам, по стандарту, все учтены требования по технике безопасности. Ну, оказалось, участников намного больше, да? Да. Поэтому немного переименовали. Борис Борисович, расскажите немножко о самой программе чемпионата. Ну, программа чемпионата включает в себе 4 дистанции. Это квалификация. У мужчин это 90 метров, 70 метров, 50 и 30 метров. У женщин это 70 метров, 60 метров, 30, 50 и 30. Вот, 4 дистанции мы стреляем, да, получается 144 зачетных выстрелов выполняют, да. И после этой квалификации, вот сегодня сейчас как раз заканчивается, вот сегодня заканчивается квалификация, и по набранным очкам, они по занятым местам в квалификации, мы их распределяем с 1/24 части финала по парам. Спарринговые встречи начнутся завтра, с 1/24. И завтра будут разыграны все финалы до полуфиналов, включая полуфинал. И на послезавтра мы оставляем только бронзовый и золотой финал. То есть уже через 2 дня в финал можно посмотреть? Да. Вот мы еще знаем, что помимо соревнований там еще и фестиваль проходит, да, для участников. Как именно, вот какие мероприятия запланированы вообще, что там можно посмотреть? В отличие от других чемпионатов, да, проводящих в других регионах, мы в программу этого чемпионата включили стрельбу по якутской национальной стрельбе из традиционного лука. Ага. И эти соревнования мы уже вчера провели.
Мы их разделили на 4 группы. Это, значит, мужчины местные, женщины местные, гости, это судьи и представители, и возрастные спортсмены, вот, которые сейчас принимают участие, но 40 лет и старше. Мы их допустили тоже, для них группу отдельную тоже создали, да, мужчины и женщины, и чтобы они ознакомились с нашей национальной стрельбой. Вот. И вчера эти соревнования состоялись. Всего приняло 110 участников из нашей республики и около 80 участников приезжих было. А отзывы уже есть Ну у да, спортсменов? соревнования проводились в режиме абсолютного первенства. И победителей только победителей мы выявляли. Там вторых, третьих мест не было. И от бриллиантов Якутии мы их награждали бриллиантами каждого победителя. И то есть вчера 4 обладателей бриллиантов, они вот на память с собой увезут домой. Себе туда, да, в регион? Да. Ну, чтобы... Ну, это же здорово. Ну, да. Борис Борисович, вот если родители, да, захотят отдать своего ребенка в секцию стрельбы из лука, куда им вообще можно обратиться, да, и с какого возраста обычно отправляют детей? Ну, в нашем городе работает 2 ДЮСШ, 2 спортивных школ, которые культивируют стрельбу из лука. Ну, это непосредственно в Якутске. Это ДЮСШ номер 4 и ДЮСШ номер 5. Также у нас в пригороде ДЮСШ номер 8, это в Тулагино, тоже секция имеется, да, по стрельбе из лука. Вот. Но, к сожалению, туда попасть очень сложно, потому что желающих очень много. И в этом году, например, в ДЮСШ номер 4 мы будем 30 детей набирать. Да, это с 1 сентября будет запись, да, и можно по госуслуге тоже заявку подать, но необходимо 1 сентября прийти и подтвердить свою заявку. И потом мы назначаем день, когда мы тестирование проводим, числа 10 сентября, детей всех тестируем и вот таким образом набираем. А со скольки лет? С 10 лет. С 10 лет. 10 Ну, это главное, чтобы желание было, да, действительно, и оно есть, судя по всему, что вот 30 человек Да. хотят записаться. Ну, там бывают заявки по 150-200 заявок на 30 мест. Ну, это же, спорт – это так жизнь, да, Да. если так поговорить. Спасибо, Борис Борисович, что сегодня к нам пришли. Действительно было интересно. Спасибо, Дарья. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.